Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, давайте сегодня погадаем на вашего бывшего. Как он там поживает, думает для вас, вспоминает. Может быть, что-то там себе надумал? Возможно, хотел бы вернуться? Давайте вот прям просмотрим вашего бывшего, вызовем его и с пристрастием допросим. Если тема вам интересна, присоединяйтесь, посмотрите на песочек и загадайте на мужчину. Представьте его обязательно, назовите по имени и спросите: как же ты там поживаешь, что делаешь, что в жизни происходит, что в мыслях. И давайте посмотрим. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы вводят моими руками, пусть дадут нам знать, о чем мы желаем. Так, вот это интересно. Знаете, девчонки, вот здесь мужчина, который крепко пьет. Вот посмотрите, сразу видите, выходит чаша, и чаша полупустая, да? Если вы знаете про своего бывшего, что он не пьющий, да, там ни капли в рот, это не ваша отсыпка. Переходите на другие видео, на другие каналы. Здесь мужчина, который вот в сегодняшнем дне крепко пьет. Он заливает свои беды, свои неприятности. Может быть, он внешне, там, знаете, выглядит более-менее благополучно, но душа здесь больная. И он компенсирует все свои неудачи, все свои нервные расстройства вот этим вот мнимым удовольствием, да, либо допинг, который помогает ему день прожить, да, то есть он знает, что сейчас пойду поработаю, а потом вечером меня ждет моя любимая бутылочка, да, и я успокоюсь, забудусь, скажем так, в пьяном сне. Здесь у человека что-то вот прям вообще как-то все не по-человечьи происходит. У него, кроме вот этой вот алкогольной зависимости, у него еще что-то со здоровьем происходит. Больная спина, больные могут быть ноги. Спина, ноги, шея. Может быть, травму какую-то получил. Может быть, какая-то старая травма дает о себе знать. Значит, смотрите. У этого человека какое-то мнимое счастье. Мнимое, потому что он пытается выстраивать какую-то, скажем так, декорацию, да, декорацию. Это в прямом смысле, да, вот все искусственно созданное, либо искусственно показанное, да, своей жизни. Типа я успешный, типа у меня все хорошо. На самом деле все просто отвратительно. Все просто как-то вот прям аж, знаете, вот рыдать хочется, рыдать и биться головой об стенку. Вот это его состояние. Значит, человек ошибся. Ошибся он в той, с кем хотел связать свою жизнь, либо связал, с той, кто сейчас рядом, либо была рядом. Это не про вас, это про другую женщину. И ошибся он в каком-то деле. Он еще мог понести очень серьезные материальные потери. Да? То есть мог вложиться не в то дело. Мог вложиться, тут что-то там закрыли, перекрыли, оштрафовали, может быть, арестовали. Да? Вот прям ему вот прям серпом по причинному месту прошли. Значит, человек сейчас фактически сводит еле-еле концы с концами. То есть он может ездить на дорогой машине, но при этом он там копейки собирает себе там на бензин, да, без надобности просто не выезжает. Здесь, знаете как, у него ситуация еще больше вот усугубляется. Здесь какой-то прям крах, вот крах идет ему в жизни. Значит, смотрите, у этого человека здесь какая-то прям заноза в нем находится, отравленная стрела, хочется сказать. Кто-то бросил ему эту отравленную стрелу. Значит, возможно, даже не в него бросали, да, но он вот такой лихачево, да, самоуверенный.
выше всех звезды, круче всех яйца, да, и причем мои. Слишком много на себя брал, слишком много, вот он такой, знаете, прямо от жизни не брал, а хапал, такой оп, там все на себя накидывал. Очень много кичился. Кстати, хвастливый человек. Тут его и глазили, тут его и обворовывали. Очень любит лесть. Вот прям лесть, это он просто тает, когда ему льстят. Значит, ну, жил, знаете, как жил в свое удовольствие. Потребитель, мужчина-потребитель. Но просчитался с тем, что та женщина, на которую он все ставки поставил, она еще круче потребителя. Она прям такая прагматичная, она прям такая, знаете, шкурная, я бы даже сказала. Вот она прям, может быть, там у нее денег много, но она там за любую копейку там драться насмерть будет, понимаете? Вот настолько она любит деньги, настолько она любит вот это вот всякие там ценности, драгоценности, я не знаю, там золото, какие-то, может быть, показные вещи, там айфоны, какие-то вот такую богатую жизнь. Значит, смотрите, она его просто как липку ободрала. У нее деньги есть, у той женщины, у него денег нет. И она с него прям, знаете, как с коровы, тык-тык-тык-тык, да, и доет его, постоянно доет. Он уже все про нее понял, он уже сам себе не рад, он не знает, как от нее избавиться. Даже если они сейчас уже и не вместе, все равно она каким-то хитрым образом его вот так на крючке держит, да, и постоянно с него тык-тык-тык-тык, да, последние капельки выдавливает. То есть, когда он уже просто высохнет, останется одна оболочка, вот она его тогда, так знаете, и на мусор выкинет. Он все уже понял, он не знает, как слезть с этой зависимости, как спрыгнуть с этого крючка. Значит, тут мужчина уже всех вспомнил. Кстати, он с родителями как-то своими тоже плохо поступил. Значит, у него сейчас в голове родители его, ну, кто-то вот прям близкие люди, да, родные, и вы у него в голове. Значит, он многое передумал. У кого-то, кстати, мужчина может прям буквально там со дня на день к вере прийти, он к Богу пойдет, потому что идти уже больше некому. Просить о помощи, просить о спасении, о прощении, не знаю, там вымаливать, замаливать, что он только не будет делать. Прям, знаете, как вот есть такое состояние, вот говорят в народе, жареный петух в попу клюнул. Вот у него, он без 5 минут в таком состоянии. Значит, девчонки, вы еще очень много грустных моментов о нем узнаете. Вот мое предсказание, это только лишь как начало. Может быть, вы уже знаете, но еще очень много вы узнаете. Вам еще, знаете, как кто-то даже всплакнет по этому человеку, насколько станет его жалко, либо насколько станет жалко, во что он превратился, да, из цветущего красавца превратился просто, ну, в тень, и да, вот эта вот шкурка на костях, вот как-то так у него идет. Болезненный какой-то вид у него будет, вы его увидите, потому что приползет, вернее, даже не придет, приползет за прощением, ему будет важно, чтобы вы его простили, потому что будет человек искать, вот почему мне так плохо, почему меня так прижало, вспомнит всех, будет у всех просить прощения, он еще, знаете, проявится, может даже проявится не раз. Если честно, вот забегая наперед, я вижу, что какая-то из вас, ну, девушка, да, кто-то из вас будет еще и помогать этому человеку. Настолько станет жалко. Жалкое зрелище, да. Вы уж извините, но как-то так это выглядит. Человек потерянный. Вот в сегодняшнем дне и на ближайшее будущее он потерянный. Для социума, для жизни, для себя он просто идет потерянный. Один, никому не нужный, больной, бедный, обездоленный. Вот таким я вижу его будущее. Сейчас он только лишь где-то, вот знаете, к экватору подходит, той ситуацию, в которой он окажется. Значит, сам виноват в том, что ну, без головы, понимаете, без головы он жил. Ему Бог, Всевышний, очень много шансов давал, очень много возможностей. Ему фартило, ему везло. Были и лихие деньги, да, вот прям, которые с неба на голову падали. Но он вместо того, чтобы Боженьку благодарить и делать хорошие дела, хотя бы жить по-человечи, да, возомнил себя прям пупом земли. Таким, знаете, прям крутой, прям весь из себя, да я селебрити, да я там не сегодня, а завтра, там, не знаю, мир куплю, да, все вы моими рабами станете. Вот такое вот это его поведение. И знаете, вот еще что, у него
у него, ну, вообще вот как бы напрочь отсутствовало чувство самосохранения, чувство стыда и, ну, порядочности. Вы уж меня простите, но вот такой человек. Вот, по крайней мере, я вижу такие его характеристики. То есть он бы мог стать прекрасным, я не знаю, меценатом, хорошим руководителем, порядочным человеком, уважаемым человеком. А он выбрал путь, ну, такой, да, шалтай-болтай, да, вот я живу в свое удовольствие, живу как бабочка-однодневка, да, вот сегодня мне хорошо, а завтра мне еще будет лучше. Вот все, к чему он пришел. Сейчас еще более-менее он пытается удержать, да, вот этот образ, что типа у меня там все хорошо, на самом деле все уже очень-очень плохо, причем давно уже плохо. Так, что касается вас. Сказать, что он вас любит, но, знаете, ему сейчас не до любви, я не могу сказать. Хотя с вашей стороны, вот смотрите, вот одно сердечко, а вот другое сердечко. То есть здесь может быть уже какой-то другой уровень любви, больше может быть душевный, что ли, как правильно сказать. То есть этот человек, он очень остро осознал, что то чувство, которое давали ему вы, дарили, вернее, ему вы, ну, он ни у кого не видел, ни у кого не встречал. Может быть, мама его так любила. Вы знаете, я вам даже такую вещь скажу. Когда вы расстались, он очень много на вас там гнал, да, злился, там что-то обсуждать мог. То есть как-то там у вас, может быть, несколько раз грязной водой в грязной воде искупал. То есть было с его стороны. Возможно, вы знаете, возможно, до вас доходила эта информация. Прям, знаете, он как освободился. Вот, теперь я свободный, теперь меня там никто не сдерживает, не блочит, не ограничивает, что хочу, то и делаю. А теперь он просто молится на то, чтобы вернуться в то состояние, когда вы его любили, извините, попу за ним вытирали, да, ну как за ребенком, за детем малым за ним ходили, а уже куда вернуться? Куда вернуться? У него даже и сил уже нет возвращаться ни в какие отношения. То есть ему вообще ничего не хочется. Ни женщин, ни каких-то там развлечений, ничего. Лишь бы как день прожил, тому и рад. Сейчас у него сил хватает только на вот этот, ну, бокал, да, на вот эту чарку, которую он постоянно, да, как бутылочку ребенок губам прикладывает. Поэтому, девочки, тут просто бедственное положение, просто плачевная какая-то картинка. Даже не знаю. Тут бы его пожалеть, да, но видя его бэкграунд, вообще не хочется его жалеть. То есть это тот случай, когда человек сам себе своими собственными руками, да, вырыл могилу. Вот как-то так идет. И сейчас он еще и себя закапывает. Не тогда вот так вот закапывает, да, уже тут совсем чуть-чуть осталось. Значит, девочки, вы с ним встретитесь в течение, ну, где-то вот 3 месяцев, да, вот такой срок. Я точнее не скажу, просто тут 3 периода времени, кто-то раньше, кто-то позже. Вы с ним встретитесь, он сам к вам придет. Придет, вы просто, ну, будете шарахаться от него, да, настолько он сильно поменяется, изменится, настолько он будет выглядеть, как, даже не знаю, не могу даже слова подобрать, да, плохие слова не могу говорить на ютубе. Значит, будет убогий такой весь, ну, как бомж, вот, как бомж будет выглядеть, как старичок такой даже будет выглядеть. Вообще не узнаете. А как узнаете, так просто обалдеете, насколько жалко его станет. Да? Хоть он там и творил, и чудил, но все равно вам станет его жалко. Ну, будет просить прощения, ну, там, объяснит. Вы знаете, тут такое у него еще состояние, как будто бы он, ну, я не хочу, конечно, такое говорить, да, но как немножечко сдвинулся по фазе. Может быть, заговариваться будет, может быть, по несколько раз одно и то же повторять. Какой-то вот, ну, больной ум у него, понимаете, мозг воспаленный у него. Здесь все у него тут намешалось и смешалось. Значит, девчонки, тут, ну, у человека есть возможность спастись, честно говорю. Это все зависит от него, насколько сильно он раскается в содеянном, либо осознает, что делал не так, что делал неправильно. Здесь все возможно, но путь этот будет слишком долгим. Вот. Назад в отношения нет. Вот назад в отношения не ждите, потому что это, ну, это такая гиря, которая вас на дно потянет, понимаете? Все равно это уже другой человек. Это не тот, кого вы знали. Этот человек уже, ну, у него там, знаете, как фазы поменялись, да. Ну, считайте, что это незнакомый человек. Вот таким вы его увидите.
Ну, а у других, ну, извините, но тут как бы, тут уже как бы ничего не поделаешь, да. Значит, грустный песок. Я дам вам совет. Если вы можете простить этого человека, если есть у вас возможность, помолитесь за него, закажите службу за здравие, попросите Боженьку, чтобы так сильно уж его не наказывали, либо какое-то послабление ему дали. Ваши молитвы, они помогут. Ну, реально помогут. Но только от души, от сердца, девчонки. Просто так вот, лишь бы сделать, вот это не надо, это плохо. Но этот человек, понимаете, у него был шанс. Шанс был, он его профукал. А теперь, знаете, как и винить-то некого. Все, что с ним случилось, это был и его сознательный выбор. И то, к чему он пришел, это его заслуженный результат. Мне очень жаль, но песок показал именно такую ситуацию, такую историю. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя, берегите своих близких. И знайте, что справедливость, она есть. Всем пока-пока.